Наш эфир начнем с брифинга Минсельхоза об обеспечении топливом сельхозтоваропроизводителей на территории республики. Предлагаем послушать. Кормозаготовительная кампания проходит в текущем году в плановом режиме. Для оперативного решения возникающих вопросов действует Минсельхозштаб по координации сезонных сельскохозяйственных работ. Еженедельно у нас проводятся совещания с главами муниципальных образований и руководителями управления сельского хозяйства. По основным земледельческим улусам прогнозируется в текущем году выполнение доведенных плановых показателей по заготовке кормов. По северным Арктическим районам, конечно, прогноз уточняется с учетом гидрологической обстановки и последствий паводка. При необходимости, конечно, нами будут приниматься дополнительные решения по обеспечению хозяйства кормами. Важно отметить, что согласованные на сегодняшний день объемы топлива не являются окончательными. По мере поступления новых партий нефтепродуктов в республике дополнительные объемы дизельного топлива будут доводиться до муниципальных образований в соответствии с потребностью, которые предоставили сельхозтоваропроизводители. Для организации бесперебойной кормозаготовительной кампании совместным приказом Министерства сельского хозяйства и Министерства гражданской обороны утверждены методические рекомендации, которые позволяют отпускать топливо сельхозтоваропроизводителей, специализированные тары. Они доведены до всех муниципальных образований. С 11 июля наши топливные компании Туймада нефть, Саханефтегазбыт, ООО «Сервис Ойл» и ООО «Сибойл» приступили к отпуску первого согласованного объема дизельного топлива. На первом этапе распределено 844 тонны для сельхозтоваропроизводителей, 19 муниципальных образований, включая город Якутск. Это составляет около 20% июльской потребности. Дальнейшее обеспечение, конечно, будет осуществляться по мере поступления топлива. Из доведенных сегодня параметров по плану кормозаготовки сегодня выполнение есть на 884 тонны. Это по сравнению фактуры прошлого года, где мы заполнили заготовку на 100 тонн. Поэтому показатели мы считаем стабильными. Далее переходим к выпуску новостей. В студии Петр Васильев. Коротко о темах. В Якутии завершено устройство свайных фундаментов 8 опор Ленского моста. Активная фаза строительства продолжается. В Национальном парке Ленские столбы создают цифровую карту редких растений. В этом научным сотрудникам нацпарка помогают студенты-волонтеры. Жаркая пора для абитуриентов. Идет прием документов учреждения СПО. В Якутии на бюджетные места уже подано более 20 тысяч заявлений. За минувшие сутки в Якутии ликвидировали 9 лесных пожаров на общей площади в 1639 гектаров. Очаги потушили на территориях Алданского, Тампонского, Мирнинского, Мегино-Кангаласского, Татинского, Кобяйского районов и в городском округе Якутск. По состоянию на начало суток на территории региона действует 35 лесных пожаров общей площадью свыше 38 тысяч гектаров. Они зарегистрированы в Усьмайском, Тампонском, Амгинском, Татинском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Среднеколымском, Алданском, Нерюнгринском, Верхневилюйском и Ленюкском районах. На тушении задействованы 423 человека и 7 единиц техники. Авиамониторинг проводится на территории 10 лесничеств с привлечением 9 воздушных судов и 3 вертолетов Ми-8. Наземный мониторинг организован в 23 лесничествах. Строительство мостового перехода через реку Лену в районе Якутска вышло на новый технологический уровень. В настоящее время строительство перешло в активную стадию непосредственно в русле реки. Как доложил глава Якутии, президенту России Владимиру Путину завершено устройство свайных фундаментов 8 опор моста. Погружено 208 свай с предусмотренных проектом. На сегодняшний день кофердам номер 9 закреплен к промежуточной точке Т1 и готов к выводу в проектное положение. Завершаются дноуглубительные работы в месте установки кофердама. В ближайшее время, в зависимости от погоды, он будет выводиться уже в проектное положение в русло. В Якутии в ближайшие 1,5–2 года будут реализованы проекты по строительству 4 современных котельных в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Новые объекты появятся в селах Усун-Кёль Усялданского района, Покровка Амгинского, Исид Хангаласского и Бетенкёс Верхоянского района. Их строительство позволит повысить надежность теплоснабжения, заменить устаревшие источники тепла и создать условия для дальнейшего развития населенных пунктов. В
В селе Балагура Амгинского района проходит общественно-образовательный форум для глав поселений и муниципальных служащих. В двухдневном образовательном интенсиве участники обменяются опытом развития управленческих компетенций и поиска новых решений для развития территорий. Помимо этого будут участвовать в проектных сессиях по совместной разработке идей для развития поселений, современным институтом управления, искусственном интеллекте в работе муниципала, делопроизводства, территориальный маркетинг и другое. В первый день для участников форума провели тренинг знакомства, насыщенная деловая программа. Представители местного самоуправления обменялись опытом, поделились успешными практиками и выработали пути решения самых разных проблемных вопросов для улучшения качества жизни в муниципалитетах. Будем погружаться в новые образовательные технологии в части изучения искусственного интеллекта, работы в единой системе электронного документооборота, формирования основ стратегического планирования, ну и, конечно же, обмен лучшими практиками. И завтрашний день закончится проектной сессией, где выработают команды какие-то новые предложения для решения своих насущных жизненных проблем. В условиях короткого северного лета вода для сельхозугодий – основа будущего урожая и устойчивой кормозаготовки. Один из эффективных способов обеспечить землевлагой остается лиманное орошение, при котором весенние паводковые воды направляются на поля и сенокосные угодья. В этом году Управление растениеводства, мелиорации и водоснабжения республики обеспечило водой более 10 тысяч гектаров сельхозугодий. Лиманное орошение проводится в Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском и Нюрбинском районах. Эта работа проводится во исполнении целей и задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Ну а тем временем в национальном парке Ленские столбы создают цифровую карту редких растений. В этом научным сотрудникам нацпарка помогают студенты-волонтеры Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Для чего нужна эта карта и как именно ее составляют, знает Виолетта Засимова. Территория нацпарка Ленские столбы – дом для множества уникальных и редких видов растений. Среди них есть и эндемики, которые не встречаются больше нигде в мире. На нашей территории произрастают всего 22 краснокнижных видов растений, из них 4 занесены в Красную книгу Российской Федерации. Туристы часто даже не подозревают, какая ценность растет у них под ногами и могут случайно затоптать или сорвать растения. Чтобы уберечь хрупкую флору, научный сотрудник парка Урыйдана Алексеева разработала проект, который получил федеральную грантовую поддержку. В этом году мы выиграли грант президентского фонда по теме мониторинг редких видов растений на территории национального парка. В рамках реализации этого проекта сначала был создан иллюстрированный определитель редких и исчезающих видов растений. И сейчас с его помощью госинспекторы парка во время патрулирования территории могут быстро распознать редкое растение и зафиксировать его через GPS-навигатор. В конце мая, в конце июля. Также в рамках проекта возле экологических троп установили информационные щиты, а самые уязвимые места произрастания редких растений огородили. Следующий шаг – создание точной карты редкой флоры парка. Для этого 18 студентов Института естественных наук СФУ вместе с руководителем Алиной Никифоровой отправились в экспедицию по реке Ботами. У нас был маршрут с 304 километра по реке Ботама, да, и уже по низ до устья мы сплавлялись уже на катамаранах с ребятами. Ну и здесь туда-сюда, налево, направо, берег правый, берег левый, там останавливаемся, поднимаемся на гору. Для многих это было шоком подниматься на гору, спускаться через эти ручьи. Задача перед участниками экспедиции стояла серьезная – актуализировать старые архивные данные. Студенты, разбившись на группы, искали растения по смоделированному маршруту, вносили в базу свежие данные и замеряли параметры каждого найденного цветка. Измерение проходится полного стебля, где есть соцветие, измерение всего кустика, измерение всех листов, включая те, которых нет цветка, и сами соцветия по ширине и по длине. Далее собранные данные обработают и передадут резидентам школьного технопарка «Кванториум» при Дворце детства города Якутска. Именно они переведут полевые отчеты в цифру и создадут актуальную интерактивную карту. Так, благодаря Союзу науки, молодых экологов и юных IT-специалистов, редкие растения Национального парка Ленские столбы получат надежную цифровую защиту. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.
ИПАК передала мобильную баню Северо-Восточному фонду помощи и поддержки Донбасса. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель Координационного центра комиссии «Вместе к победе» Евгения Васильева. По ее словам, конструкцию адресовали учебно-стрелковому центру «Сулус» под руководством Александра Колесова. Кроме того, к обеспечению военнослужащих присоединилась и компания «Хату-Ас», включив около тонны колбасных изделий в состав гуманитарного груза. Его уже направили в зону специальной военной операции. С начала 2026 года выполнены перевозки гуманитарных грузов 36 рейсов, передано 99 единиц транспортных средств, также около 206 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Также хотим поблагодарить все предприятия, организации и жителей нашей республики за активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших военнослужащих в зоне спецопераций. Жаркая пора для абитуриентов. Идет прием документов в учреждения среднего профобразования и региона. По данным на текущий момент, на 6864 бюджетных места подано более 20 тысяч заявлений. Спрос на обучение СПО при этом продолжает расти. Среди молодежи наиболее востребованы такие направления, как сестринское дело, IT-специальности, финансы и экономика, преподавание в начальных классах. Кроме того, абитуриентов привлекают новые специальности, в частности, связанные с разработкой компьютерных игр, искусственным интеллектом и информационным моделированием в строительстве. Для поддержки поступающих на базе Центра опережающей профессиональной подготовки работает колл-центр. При поступлении целевой договор, подтвержденный, подписанный работодателем с определенными мерами поддержки, получает преимущественное право при зачислении. Приветствуется, если все эти соглашения были зарегистрированы и внесены в портал «Работа в России». В Нюрбинском районе инспектируют ход строительства спортивных объектов 9-х спортивных игр народов Якутии. Возглавляют рабочую группу первый заместитель министра спорта Гаврил Махначевский. Помимо объектов спорта, рабочая группа осматривает и объекты размещения спортсменов. Помимо этого будут проводиться расширенные заседания оргкомитета игр. На сегодняшний день строительство объектов идет полным ходом согласно установленным графикам. Мы все должны посмотреть, оценить на сегодня, насколько идут планово, насколько они выдерживают сроки проведения строительных работ. Ну и также будем еще отрабатывать по тому плану организационного комитета. Это ряд также вопросов по размещению, по питанию, по атрибутике, да, игр. Ну и поэтому вопросов много, имеется в виду, которые мы должны на сегодня прорабатывать, встретиться с организационным комитетом района, муниципального Нюрбинского района. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.